Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Нужны ли вы ему или это ваша фантазия? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите его по имени и задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, нужна ли я тебе? Или это всего лишь моя фантазия? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, нужны ли вы ему или это все ваша фантазия. Так, ну сразу, вот чтобы вы не беспокоились, я сразу говорю, любит. Любит, и вы любите, и он любит. И даже если кажется, что вам он всего лишь нравится, на самом деле вы уже к нему сердцем прикипели. Смотрите, какое большое сердце. Прям в самом центре. И я вижу, что женщина тянется к мужчине, и мужчина тянется к женщине. Но у вас какой-то разный взгляд на отношения, на пару, на брак. Будем сейчас, конечно же, разбирать. Но тем не менее, между вами есть чувства, между вами есть эмоции. И эти чувства, они уже проросли в вашей душе. Этим отношениям, если вы позволите им быть. И смотрите, и с его стороны тут зерно вышло, да, вот колосок зерна. И здесь, с вашей стороны, это будут очень продуктивные отношения. В этих отношениях родятся дети. Либо в этих отношениях будут какие-то серьезные перемены, такие как переезд, покупка жилья, строительство собственного жилья. Может быть, даже бизнес вы какой-то совместный откроете. То есть эти отношения, они не только идут любовь, да, формат любви, счастья, но и развитие как мужчины, так и женщины. Вы в этих отношениях очень много можете получить, как и в любовном формате, так и в финансовом. Понимаете? Я не могу тут сказать, что мужчина прям все деньги мира положит к вашим ногам. Скорее вы вместе будете зарабатывать, либо вы будете как-то очень рационально распоряжаться деньгами, либо вы как-то будете очень удачно инвестировать. То есть я вижу, что и вам в плюс, и ему в плюс. Причем такое какое-то очень необычное развитие. Вот кто со мной давно, крайне редко выходят колоски, вот что прям... Я даже и не помню, когда последний раз я их видела. Но тем не менее, вы должны понимать, здесь, в этом союзе, здесь не только у нас идет любовная тематика, но и еще какой-то прям рост, продуктивность, финансовая стабильность. Это то, что ждет вашу пару в будущем. А кто-то, кстати, уже может быть в паре, в браке, заниматься совместным бизнесом. Вы можете часто ругаться, вы можете друг друга недопонимать. Но вот ваша ругня, если так можно сказать, она не является деструктивом, а наоборот является моментом истины. Вы, когда спорите, когда что-то друг другу доказываете, в ваших спорах рождаются истинно правильные мысли, идеи, посылы, и вы, во-первых, должны это все использовать. Я вижу, что, возможно, уже используете. И тем не менее понимать, что все ваши споры, они не идут на то, чтобы развести, разлад внести, да, а на то, что вас простимулировать, и вас, и вашего мужчину, на то, чтобы прислушиваться друг к другу. И понимать, что только вместе вы сила, вы союз, вы те, кто... притянулись друг к другу, да, для того, чтобы созидать, создавать и наполнять. Понимаете, вот этот момент. Так, что еще я хочу вам сказать? Очень важно. У вас общая дорога, и вам по судьбе эти отношения. Они не просто так постучались в вашу жизнь, да, и не просто так вы встретились. Здесь женщина, конечно, посильнее, чем мужчина. Я еще последние отсыпочки заметила, да, мужчины все-таки послабее у нас когда приходят. Женщина мощная, активная, такая боевая. Хочется сказать, серый кардинал. Но вы за собой знаете, вам не нравится эта роль, вы не хотите быть лидером. Но тем не менее, вот через не могу, через не хочу, понимаете, что нужно. Нужно, потому что мужчина иногда нуждается в каком-нибудь там волшебном пендале, да, чтобы активно как-то себя проявить, да, особенно там в работе, в делах. Лень это его бич.
Ваш бич – это ваше нетерпение, а у него лень. И понимаете, как все прекрасно сложилось, да? Человек нетерпеливый, человек ленивый. Один другого стимулирует постоянно. И на этом держатся ваши отношения. Вы друг друга учите, прокачиваете, развиваете. И это замечательно. Что касается ваших фантазий, ну, честно скажу, вот все, что вы там себе думаете, в принципе, вот оно отыграется в его сердце. Вот как вы его видите, таким он и есть. Единственное, что, конечно, вы его немножечко недооцениваете. Может быть, ему нужно больше времени на то, чтобы раскрыться, либо поумнеть, стать более мужественным, либо более серьезным. Но он вас догонит, определенно он вас догонит, вы его научите, вы выработаете в нем какие-то вот навыки, да, быстрого мышления, быстрого реагирования. Сделал дело, да, гуляй смело, то есть чтобы он ничего не откладывал. Что касается его к вам, то он внесет в вашу жизнь, может быть, какие-то вот моменты, когда вам придется, да, через силу чего-то дожидаться, где вы не будете спонтанно принимать решения, где вы будете думать, потому что нужно будет думать не только для себя, но и за мужчину думать, да, за него какие-то решения принимать. В любом случае, смотрите, мои девочки, вы должны быть точно уверены, что это любовь, не какая-то не фантазия. А может быть, он в проявлениях какой-то такой, знаете, загадочно странный, но тем не менее, вы его научите. Говорите, что нравится, говорите, что не нравится. Он готов слышать, готов учиться, готов меняться. Что касается вас, то здесь смотрите как, вы чрезмерно заботливая, но вот эта чрезмерная заботливость ему на самом деле нравится. Может, он, конечно, отворачивается, не фыркает и говорит, что нет, мне это вообще не по нраву, а на самом деле вот именно за это он вас особенно и ценит. Очень хорошие отношения. Если есть, то, девочки, мальчики, развивайтесь в этих отношениях. Да, я вижу, что вам не бывает скучно, что у вас постоянно какие-то, может быть, баталии случаются, споры. Вы знаете, у вас постоянный процесс идет. Процесс развития. Вашего развития, его развития, совместного развития. Это очень хорошие отношения. В будущем они перейдут в такую форму, когда вы будете, я не знаю, говорить без слов, да, одним взглядом. Вот вы на него посмотрели, он все понял. И то же самое он на вас посмотрел, и все понятно без слов. В такую форму перейдут отношения. Будут люди ходить и не понимать, а как они общаются. Да? Сидят себе там, каждый улыбаются, и все у них хорошо, и все довольны, да, и каждый делает волю другого. Если вы только лишь встречаетесь, знайте, что этим отношениям обязательно быть, но здесь очень важно, чтобы вы были принимающей стороной, чтобы вы этого человека принимали таким, как он есть. В сегодняшний день он не готов меняться, и он не может поменяться в один момент по вашей, например, какой-нибудь воле, да, либо по вашему желанию. Придется потерпеть, придется пройти вместе с ним все его метаморфозы. А они будут и не всегда приятными. То есть человек, вот прям, знаете, как будто бы косточки, да, все будут срастаться у него в теле. Это будет происходить. Он с вами должен вырасти, он с вами должен поумнеть, а вы с ним должны стать поспокойнее. Вы друг друга идеально дополните, и эти отношения, вот еще раз говорю, вот развязка будет прекрасная. Здесь женщина бережет, любит своего мужчину, а мужчина, соответственно, вот за женщиной вот он ухаживает, да, и он пытается ее уберечь от всех неприятностей. Между вами чаша любви. Но я честно скажу, мужчина будет любить гораздо больше, чем женщина. Может, не всегда он сможет об этом сказать, может, не всегда он сможет показать свою любовь, но то, что он будет любить больше, сильнее, более, знаете, как-то может быть даже жертвеннее, это 100%. Будьте в этом уверены. Это никакая иллюзия, это настоящие чувства, причем обоюдные. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.